Конкурс новых медиа Абхазии проводится при поддержке мастерской новых медиа и по договоренности президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. А идея провести такой конкурс среди блогеров, журналистов и теми, кто только хочет ими стать, появилась у одного из победителей конкурса команды Абхазии Артура Чекряна. Победители конкурса команды Абхазии проходят уникальное обучение на базе АНУ «Россия. Страна возможностей». И мы знаем, что есть такое профессиональное сообщество, как мастерская новых медиа, и поэтому мы предложили провести аналогичный конкурс для медийщиков нашей республики. Усиление медиапространства очень важно, и для этого необходимы сильные журналисты и новые проекты, именно абхазские проекты. Ключевые этапы конкурса «Новые медиа Абхазии» – это отбор участников, обучение, стажировка в абхазских и российских медиа, а также сопровождение после конкурса. Уже заработал сайт, на котором можно подать заявки. И отбор стартовал 6 августа. Мы благодарим Бадру Зурабовича и Сергея Владимировича за то, что они дали добро, поддержали инициативу Артура и всей команды, представителей конкурса команды Абхазии. И уже есть первые заявки, их уже довольно много, нас это радует, мы уже приближаемся к цифре 50. Это, в общем, правда неожиданно, учитывая, что пока довольно мало людей узнавали о конкурсе. Как говорит Юлия Аблец, участникам конкурса необходимо приложить максимум усилий при заполнении анкеты и затем в подготовке видеооткрытки о себе, чтобы показать комиссии максимальную заинтересованность. Во-первых, это правда проявляет, насколько человек вообще заинтересован в обучении, насколько он готов потратить время на то, чтобы пройти этот конкурсный отбор. Во-вторых, всегда программа образовательная формируется на основании запросов и особенностей пользователей. Участников. Если мы видим, что, например, у нас довольно много представителей телевизионной журналистики, то мы делаем акцент на эту часть. Если мы видим, что у нас больше представителей блогосферы, тех, кто работает на разных медиаплощадках, мы сделаем акцент в этом направлении. Если будут создатели контента, представители продакшенов, то, соответственно, акценты будут другие. Те, кто пройдет конкурсный отбор, отправятся на обучение к лучшим на сегодняшний день российским и абхазским экспертам в области медиа. И здесь победители должны быть готовы к интенсивной работе. Программа обучения, программа стажировок, программа акселерации проекта, которая будет доступна победителям, она потребует серьезной воли и мотивации. Программа обучения довольно сложная. Мы начинаем обычно в 7 утра с зарядки. Да, именно так, и это важная часть обучения. И потом в режиме нон-стоп до 11 вечера к вам приходят лучшие эксперты медиасообщества. И России, и Абхазии в нашем случае мы уже достигли договоренности с большим количеством специалистов. Все, между прочим, очень радостно откликаются на то, чтобы принять участие и передать свои знания участникам нашей с вами программы. Лучшие проекты победителей конкурса новых медиа Абхазии смогут претендовать на гранты до 1 миллиона рублей. Самые лучшие будут поддержаны, в том числе и путем грантовой поддержки, финансового и иного содействия для развития собственного проекта и индустрии в целом. На это у нас уже есть одобрение руководства страны в лице президента Бадры Зурабовича, Сергея Владимировича Кириенко, первого заместителя главы администрации президента Российской Федерации. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить принять участие всех людей, которые хоть как-то имеют отношение к медиапространству, и сказать о том, что у нас есть прекрасная возможность сформировать новый имидж, новое позитивное восприятие Абхазии через новые медиа Абхазии. Выпускники российской мастерской новых медиа говорят, что, пройдя конкурсы обучения, открыли в себе новые возможности благодаря знаниям и навыкам, полученным в МНМ. Именно после мастерской я решил реализовать очень сложный проект для региональной компании. Мы сейчас снимаем художественный фильм, полный метр. Это очень тяжелый процесс, дорогостоящий, сложный. Но именно после того, как я окончил МНМ, я решился на это. Знаете, как преодолеть какую-то преграду внутреннюю. По словам начальника управления по связям со СМИ администрации президента Абхазии Алхаса Чилокуа, абхазские журналисты весьма опытны в том, что касается объективного освещения ситуации. Он напомнил, как абхазские журналисты освещали Отечественную войну народа Абхазии, буквально прорывая информационную блокаду. Я хочу, кстати говоря, привести очень положительный пример
на мой взгляд, пример для подражания – это период Отечественной войны народа Абхазии. Благодаря мужеству и героизму наших защитников Отечества была одержана победа на войне, на поле боя, но в то же время мало сегодня об этом говорят, но даже противник признал о том, что информационную войну тогда тоже выиграли небольшое количество абхазских журналистов, патриотично настроенных, профессиональных, несмотря на то, что у противника было больше ресурсов, больше возможностей, но, видимо, любовь к своей стране, желание рассказать правду о событиях, оно, конечно, преобладало, и нашим коллегам удалось прорвать информационную блокаду. И возвращаясь к нашей сегодняшней теме, это, конечно, для того, чтобы рассказывать о своей стране, создавать имидж, нужно создать информационный суверенитет страны. Для этого, конечно, тот проект, та программа, о которой мы сегодня говорим, это сыграет, на мой взгляд, очень активную, положительную роль. Сегодня перед журналистами и блогерами стоит немного другая задача – создание позитивного образа республики. Новое, гораздо более широкое информационное пространство позволяет вещать далеко за пределы Абхазии. Как им пользоваться, чтобы формировать нужный образ страны, и будут учить победителей конкурса новых медиа Абхазии. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.